Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф «Эксперты о главном». В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. В рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар» у тысяч россиян появилась возможность получить свой заветный уголок на Дальнем Востоке и развивать его. С момента запуска программы в 2016 году уже более 85 тысяч человек получили земли. Многие используют свой гектар для строительства жилья. Кто-то реализует на гектаре невероятные проекты, ну а другие развивают свой бизнес. Так чем же стал Дальневосточный гектар для россиян? Тема нашей сегодняшней программы – Дальневосточный гектар – земля для жизни или территория развития бизнеса. Цифры говорят о том, что интерес россиян к федеральной программе достаточно высок. Тысячи людей получили заветный гектар в разных частях Дальнего Востока, а землей на территории Якутии заинтересовался каждый четвертый участник программы. С 2016 года, когда программа вступила в силу, в Якутии было одобрено и выдано в пользование свыше 15 тысяч земельных участков. А уже в этом году семье из Вилюйска, первой на территории всего Дальнего Востока, удалось досрочно оформить собственность свой дальневосточный гектар. Чтобы детально разобраться во всех особенностях федеральной программы, мы решили связаться и поговорить с исполняющим обязанности генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» Александром Логуновым. Александр Вадимович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о программе «Дальневосточный гектар», когда она стартовала, что вдохновило авторов этого проекта, как он развивался на протяжении этих лет. Здравствуйте. Программа «Дальневосточный гектар» представляет каждому гражданину России право на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли. К примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, а также ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта. Реализация программы началась в 2016 году. За весь период в ней приняли участие около 90 тысяч человек. В республике Саха-Якутию землю взяли около 16 тысяч человек. Спасибо. А какие глобальные цели преследовала и преследует программа «Дальневосточный гектар»? Программа «Дальневосточный гектар» – это упрощенный механизм предоставления земли гражданам России. Она ориентирована на то, чтобы люди могли бесплатно, быстро и без лишней бюрократии взять землю, чтобы реализовать на ней свою мечту, построить дом для себя или своей семьи, заняться сельским хозяйством, предпринимательством или любой иной законной деятельностью. Расскажите, пожалуйста, какие перспективы у этой программы? Программа реализуется до 2035 года. Ее действие постоянно расширяется. Например, в 2019 году к ней присоединились Забайкальский край и Республика Бурятия, а в текущем году она должна распространить свое действие на всю арктическую зону России. У многих людей беспокоит вопрос, перейдет ли гектар земля в частную собственность после того, как они построят на ней объекты инфраструктуры, свои дома и так далее. Какие тут действуют правила и есть ли в чем-то подвох? Все, кто освоил землю в соответствии с выбранным для участка разрешенным видом деятельности, получат свою землю. Это закон. Более того, что для граждан, которые строят на гектаре, предусмотрен механизм досрочного оформления земли в собственность. В этом случае на участке должен быть жилой дом общей площадью не менее 24 квадратных метров. Такое требование установлено критериями использования земельных участков. Также многих обладателей дальневосточного гектара волнует вопрос, начнут ли в будущем с них взимать плату за освоение и использование этих земель. Дальневосточный гектар предоставляется безвозмездное пользование на 5 лет. После этого гражданин может оформить землю в собственность или долгосрочную аренду. Налогообложение для тех, кто оформил участок в собственность, рассчитывается на общих основаниях, в зависимости от выбранного вида использования, площади участка и его кадастровой стоимости. Спасибо. Сейчас все чаще обсуждается идея программы по получению арктического гектара.
А скажите, вот это все же проект для бизнеса и производства, чем для частного сектора? Хороший вопрос. Арктический гектар будет предоставляться гражданам арктических регионов. В Якутии уже действует программа «Дальневосточный гектар», поэтому изменений здесь не произойдет. Возвращаясь к вашему вопросу, механизм реализации этих двух программ одинаковый. Гражданин сам выбирает, что делать на своей земле. Строить дом или вести бизнес. Большое спасибо за ответ на наши вопросы. До свидания. Получение дальневосточного гектара открывает перед его владельцам новые возможности. А гектар – это пространство, где воплощаются в жизни самые невероятные идеи, развивается бизнес, строятся частные дома. Первые гектары стали выдавать еще в 2016 году. Давайте узнаем, что уже создано руками гектарщиков и на что был сделан упор – на развитие своего бизнеса или же на строительство частных резиденций для жизни. Сегодня мы решили поговорить с владельцами дальневосточных гектаров из разных регионов Дальнего Востока и узнать, как же они используют полученную землю. С нами на связи житель Хабаровского края Василий Лебедев. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем гектаре, где он находится, когда вы его получили, как используете? Наш гектар находится в районе Ладо. Это близ поселка Сидимак, где проживала историческая семья моей жены. Сам участок расположен в 14 километрах от поселка. И абсолютно экологически чистое место. Вылетело как наш липовый квартал у нас. Поэтому мы давно работали на этом участке с пасекой и решили закрепить его за собой. То есть у вас там пчеловодство, да? Под пчеловодство используете? Да. У нас пасека, большой тачок, домики, зимовье. Это новая земля? Или вы ее, получается, уже использовали, просто потом оформили как дальневосточный гектар? Мы использовали маленький участок, который нужно было. Раньше другими формами это все оформлялось, а когда появилась возможность именно за собой застолбить целый гектар, конечно, мы это сделали. А какие трудности были при освоении новых земель? Вы знаете, наверное, больших трудностей не было. Кому-то сложновато, может быть, в программе, эта специальная программа, в которую заходишь, смотришь участки, выделяешь их, подаешь документы. А на тот момент она не очень хорошо еще работала, слабо ворочалась и прочее. А так особых проблем для нас не возникло. Какие у вас планы дальнейшие по развитию дела своего? Нашего дела, прежде всего мы сейчас строим цех. Землю возле города мы купили уже, к сожалению, гектар невозможно взять. А по поводу дальневосточного гектара мы хотим брать на всю семью большой участок вблизи Хабаровска и там уже развивать тему питомника малинного и разных ягод. Соответственно, там будет пасека, это будет такое выставочное место, куда можно приехать с детьми, показать, как работает пасека, как работают пчелы, попробовать наш мед и прочее. Потому что на данный момент тот участок, где у нас сейчас, это далеко. Это 120 километров от города, плюс 70 из них гравийный. Несколько раз мы возили тех же иностранцев, допустим, китайцев. Им это очень тяжело. Мы вроде привычные туда-обратно, а для них это, конечно... Они приезжают, уже все, им ничего не интересно. Устают по дороге просто. Устают по дороге. Но кому-то недавно повезло, только выезжаем, медведь выбежал, дорогу перебежал. Им этого хватило, этого ощущения. А вы планируете жить на своем гектаре или будете только под бизнес использовать? Тот гектар, который сейчас под бизнес, далеко в районе Лазо, да, там жить, я думаю, нецелесообразно. Это очень далеко, и весь бизнес здесь, вокруг Хабаровска. И до пандемии я очень много мотался. Мы в Москве расширяем свое присутствие, и за рубеж много было, и выставок, поездок. Поэтому в данный момент сейчас такая ситуация. Я уже полгода, наверное, в Хабаровске. То есть получается, что вы планируете развивать и туризм, то есть и возить туристов к себе. И главная проблема в том, что земля далеко находится, да?
Вот на моем участке, конечно, это да. У этого участка есть свои преимущества, чего нет у участков близ Хабаровска, да. То есть хороший медосбор, большое количество растений, которые медоносы, да, и плюс по дикоросам мы там развиваемся, мы высаживаем лимонники. Ну, то есть это участок, он специальный для своих дел, грубо говоря. А вот большая моя мечта, это вот именно питомник заложить большой. Мы сейчас развиваем, ну там 40 соток пока высадили, именно малину. Но я прям вижу, как это будет и туристическое, и иностранцев можно. Грубо говоря, пригласить губернатора не стыдно, чтобы было. Ну что ж, спасибо вам большое, желаю удачи. Вариантов освоения дальневосточного гектара очень много. Так, к примеру, жительница Приморского края Таисия Медонова со своей семьей занимается разведением пятнистых оленей. А семья Ольги Ежовой из Сахалинской области пошли еще дальше. Они открыли тематическое развлекательное ранчо. Мы решили связаться и поговорить с ними об их необычных идеях. Добрый день. Добрый день. Начнем с Таисии. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили разводить пятнистых оленей? Как собираетесь монетизировать свой проект? Эта идея возникла у дедушки. Он поделился со своими близкими, с нами. Мы его поддержали и вступили в дальневосточную программу, огородили территорию и завели пятнистого оленя. Цели производить какой-то продукт на мясо или понты у нас не было. Спасибо. Ольга, расскажите, пожалуйста, о вашем ранчо. Какие основные цели при его создании вы преследовали? Всем еще раз здравствуйте. Ну, так как я уже на тот момент более 15 лет уже являлась организатором, достаточно известным по Сахалинской области, организовывала концерты и мероприятия, когда возникла идея вообще продвижения квестовых историй на свежем воздухе, а у меня эта история началась с 2017 года, то в конце 2018 я пришла к мысли, что нужно иметь все-таки свою площадку, на которой могут отдыхать с семьями, детьми, выезжать, организовывать выпускные, окончание учебного года, ну и, конечно, корпоративные праздники, и чтобы на нашей территории могли останавливаться туристы, кто хочет посмотреть Сахалин. Вот основная была цель, и в мае 2019 года у нас она получилась, мы отлично запустились, и уже в первый месяц нашу территорию посетило более 3000 человек. Осенью 2020 года в правительство был внесен законопроект, который позволит получать второй дальневосточный гектар при условии успешного освоения первого. Вот, воспользуетесь ли вы данной возможностью? Это хорошая новость. Ежегодно поголовье животных растет, и для создания комфортных условий, конечно, необходима дополнительная территория. Мы с удовольствием воспользуемся этой программой еще раз. Ольга, а вы? Я же в свою очередь, наверное, поддержу, что действительно идея очень хорошая, но так как я территориально выбрала определенный район, я уже не найду там свободной территории, поэтому все мои силы будут направлены не на поиск новый, чтобы брать еще дополнительный гектар, а я больше нацелена на то, чтобы в один такой, досуговый кластер, назовем это так, собрать всех соседей с дальневосточными гектарами и объединить наши силы для того, чтобы территория, где мы сейчас располагаемся, у нас там есть и озеро, и речка, была действительно уже такой, облагороженной, наверное, специально созданной инфраструктурой для семейного, детского отдыха, туристического отдыха. То есть мы хотим создать кластер. Слушайте, очень, очень здорово, грандиозные планы. Таисия, а вы не хотели бы, по примеру Ольги, тоже туристов привлекать на свою ферму? У нас территория располагается в замечательном районе, спокойное место вдалеке от городской суеты. И у нас в планах там организовать базу отдыха, куда могут приезжать люди с семьями, отдыхать, наслаждаться красотой природы, потому что у нас территория великолепна. Ну и, конечно же, любоваться такими животными, как пятнистый олень. Спасибо. Ольга, видите, вот у вас уже потенциальный есть партнер в Приморье. Я думаю, что и в Якутии тоже.
Я только за, потому что мы сотрудничаем и с Владивостоком, и с Хабаровском. Поэтому я, например, с удовольствием поделюсь нашим опытом и возможностью, как наши клиенты, которые есть в моей компании, могут стать вашими клиентами. Я думаю, что это очень ценно для любого бизнеса. Очень здорово, но я думаю, Согласна. что и Якутию тоже подключим. Я только за. Спасибо вам большое. Дальневосточный гектар – это возможность воплотить в жизнь свои мечты. Несмотря на то, что больше половины участков взяты под частное строительство, многие осваивают их в качестве площадок для бизнеса и развития уникальных проектов. Подходы к освоению земель абсолютно разные. Объединяет людей только одно – искреннее желание развивать свой гектар. Первозданная природа, населенное пространство и огромные возможности. Такое описание подходит не только для российского Дальнего Востока. Самый северный штат США, Аляска, тоже недостаточно населен, хотя и богат разными ресурсами, как и наш Дальний Восток. Американцы, привыкшие к комфорту больших городов и мягкому климату южных штатов, с неохотой переезжают в суровые северные земли. С конца 80-х годов прошлого века власти Аляски начали предоставлять переселенцам аляскский гектар. Чтобы разобраться, похожи ли российские и американские программы, мы решили связаться с Морганом Бизли и Маргарет Штерн, владельцами экофирмы на Аляске. Hello, Morgan. Здравствуйте. Hello. Почему вы решили переехать жить на Аляску? Когда возникла такая идея? Oh, everyone always asks. Меня часто все спрашивают, почему я переехал на Аляску. Я принял это решение на второй день туристической поездки несколько лет назад. Я решил, что хочу жить среди этих просторов. Я почувствовал, что должен здесь остаться. Расскажите нам подробнее о том, чем вы занимаетесь. Oh, good question. О, это хороший вопрос. Мы очень любим наш участок земли, это наша гордость и радость. И вся наша работа, деньги направлены на его развитие. У нас в пользовании есть 70 акров земли, из которых около 5 в настоящее время отданы под сельскохозяйственные проекты. Также у нас есть исландские лошади, которых мы разводим для продажи и используем их в нашей туристической деятельности. Мы выращиваем значительное количество картофеля, репы, брюквы и других культур, что хорошо переносит холодный климат. Наша ферма расположена в отличном месте между двумя ручьями, однако это довольно далекая и дикая местность. Ближайшая деревня, я думаю, в милях 60 от нас. I think 60 miles from the nearest other village. Много ли к вам приезжает туристов и любителей природы? Чем у вас можно заняться? As far as visitors, Что касается посетителей нашей фермы, мы видим только несколько групп туристов в год. В среднем около 3-4 больших групп. Они приезжают к нам навестить нашу усадьбу, отправиться в небольшой поход в горы, покататься на исландских лошадях по настоящей тундре. Мы находимся в достаточно труднодоступном месте, так что, чтобы к нам приехать, надо быть настоящим путешественником. And how difficult it is to get land and become a resident of Alaska? Насколько сложно получить землю и стать жителем Аляски? Есть ли какие-то льготы? any United States resident can move to Что ж, Alaska. совершенно любой житель США может переехать на Аляску и стать жителем штата. На Аляске есть земля, которую вы можете приобрести у государства, но, к сожалению, нет такого закона о приусадебном хозяйстве, который работал раньше, лет 30 назад, когда можно было приобрести реально бесплатный земельный участок любому переселенцу. Так что, если вы хотите сейчас купить землю у государства, это может стоить около пары тысяч долларов за акр земли. Не слишком дорого. Конечно, можно выбрать любой доступный участок земли. Также есть федеральные программы, такие как Nationwide, которая помогает в первую очередь сельскому хозяйству. Это система сельскохозяйственных грантов, которые люди на Аляске получают, чтобы развивать и осваивать земли. Также сам штат предлагает несколько микрогрантов в год на развитие сельского хозяйства. Их, конечно, не так много, как хотелось бы, и не так широко распространено. Так что да, на Аляске есть некоторая помощь от правительства по развитию земель и участков в отдаленных районах, но не супер большая. Но также при этом они не вмешиваются и не пытаются мешать вам в вашем развитии и освоении земель, что определенно хорошо, я думаю.
Вы знаете, у нас в Якутии развивают похожую программу. Хотели бы побывать в Якутии и приехать на местную экоферму и поухаживать за северными оленями. Я всегда был очень большим любителем путешествовать и кое-что читал о Якутии в прошлом. Особенно был заинтересован вашими северными лошадьми. Мы знаем тут у нас на Аляске, что эти удивительные животные самые северные и выносливые лошади на всей планете. Но, к сожалению, их нельзя приобрести тут. Я изучал вопросы, и, кажется, никто не разводил их ни в Канаде, ни на территории Аляски. Я думаю, это было бы действительно интересно посмотреть и изучить, как развивается сельское хозяйство у вас в Якутии. Потому что Россия, как мне кажется, вложила гораздо больше энергии в изучение сельского хозяйства на севере и, конечно же, в Арктике, чем США. Так что определенно было бы интересно приехать и узнать некоторые методы ведения сельского хозяйства у вас на территории. Спасибо за все интересные вопросы. Желаю вам отличного дня в Якутии. Надеюсь, правильно произнес. И всем привет из Аляски. А теперь давайте обратимся к якутскому опыту. Огромные территории нашей республики дают возможность получить заветную землю где угодно. При этом владельцы гектаров отмечают, что ключевой проблемой является отсутствие необходимой инфраструктуры для развития территорий. Некоторые из гектарщиков решили не ходить далеко и взяли землю как можно ближе к родному населенному пункту. Так Николай Аржаков, предприниматель из села Майя Мегино-Кангаласского улуса, и его жена оформили дальневосточный гектар в центре населенного пункта и построили продуктовый магазин. Добрый день, Николай. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свои идеи. Помог ли дальневосточный гектар вашему бизнесу? Спасибо за вопрос. В 2017 году, когда мы с супругой решили принять участие в дальневосточном гектаре, уже как год данный закон вступил в силу, и в средствах массовой информации было достаточно много информации о том, что в разных населенных пунктах, в районах и в селах люди начали получать совершенно бесплатно по 1 гектару земли. Ну и мы с супругой тоже, долго не думая, тоже решили поучаствовать в данном проекте и попытать свои силы. И взяли гектар в самом центре в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Ну, территория, конечно, не 1 гектар, а 20 на 25. Это почти 5 соток земли взяли. Именно под коммерческую недвижимость, под магазин. Мой тесть Иван Прокопьевич уже более 25 лет занимается в селе Майя предпринимательской деятельностью. У него 2 магазина. Один магазин в селе Майя, второй магазин в селе Тумол, тоже в Мегино-Кангаласском районе. Ну и мы тоже решили, много не думая, чтобы велосипед не изобретать, идти по стопам нашего отца Ивана Прокопьевича, пользуясь его опытом, его знаниями, тоже попытать счастье в коммерческой деятельности. И в 2017 году, получив дальневосточный гектар, начали осваивать данную территорию, и буквально за 4 месяца, методом каркасного строительства, сэндвич-панелями построили магазин размером 12 на 12, 144 квадратных метра. И закупив оборудование, торговое оборудование и продукты питания, в 2018 году, 22 апреля, мы открыли наш магазин. И вот уже почти 3 года
А как вы считаете, программа «Дальневосточный гектар» помогает развивать небольшие населенные пункты Якутии? Очень хороший вопрос. Реализация дальневосточного гектара для маленьких населенных пунктов существенно, скажем так, помогает в укрупнении, ну и в экономическом плане, в культурном плане, в социальном плане. Он очень помогает, скажем так, для населения, для населенных пунктов данный дальневосточный гектар. Я вот до 2017 года долгое время, почти 10 лет проживал в городе Якутске. И как раз вот этот данный проект, именно дальневосточный гектар, нам дал толчок, чтобы мы из города переехали в населенный пункт в селе Майя для того, чтобы реализовать свои, скажем так, давние мечты по открытию магазина, чтобы иметь свой клочок земли, своей собственности. Также дальневосточный гектар я наслышан и знаю от средств массовой информации, что многие молодые люди тоже выезжали из городов в населенные пункты и реализовывают разные проекты, такие как сельское хозяйство, пчеловодство, растениеводство, туристический маршрут открывает новые, открывает дома отдыха в таких замечательных местах, где раньше никогда люди не заступали, люди там не бывали, и люди там открывают такие вот великолепные туристические объекты. Я вот, например, знаю таких людей двоих. Вот, они там возле города Якутска в радиусе 50 километров открыли великолепные туристические объекты. Вот. Ну, кроме того, в населенных пунктах, маленьких населенных пунктах, вот рядом с нашей Майей, в 2 километрах открывается, ну, скажем, в следующем году или в этом году будут открываться маленький даже микрорайон, где люди коллективно подавали заявки на получение дальневосточного гектара. Там с помощью дальневосточного гектара, с помощью федерального закона, за счет муниципального бюджета, за счет федерального бюджета там построили инфраструктуру, дорогу, электричество подвели. И буквально в этом году или в следующем году уже там люди будут заселяться целыми микрорайонами. Поэтому данный проект «Дальневосточный гектар» дает колоссальное развитие для маленьких населенных пунктов. А не хотелось ли бы вам оформить гектар именно для строительства частного дома? Замечательный вопрос. Я как представитель коренного народа, народ Саха, конечно, занятия сельским хозяйством, животноводством, растениеводством, ну, в целом работа на своей земле для народа Саха, ну, конечно, свято. Вот. Поэтому каждый Саха желает заниматься сельским хозяйством, скажем так, в глубине души, да, на интуитивном плане. Ну, поэтому у меня есть в закратках, в мечтах своих когда-то заняться сельским хозяйством. Иметь свой табун лошадей, своих коров. Уже я
переехав сюда, в деревню, в прошлом году обзавелся 8 курицами. Вот. И каждое утро мы кушали яичницу, свежую яичницу свою. Вот. Поэтому в таком плане есть, конечно, желание заняться сельским хозяйством. Но, к сожалению, я свои права я уже исчерпал по получению дальневосточного гектара. Но есть у нас на территории Республики Саха-Якутия якутский гектар, как раз задействованный под сельскохозяйственные виды деятельности. Это коневодство, животноводство, растениеводство. Если по желанию гражданина, когда он оформит индивидуальное предпринимательство, там, коммерческое свое юридическое лицо, то он может заявиться, получив именно якутский гектар. Но там размерности не 1 гектар, там для животноводства, там для коневодства совсем другие размеры. Вот. На коневодстве можно получить до 10 гектаров. Вот. На животноводстве, если мне память не путает, то до 5 гектар можно земли взять под животноводство. Поэтому данные свои права по якутскому гектару пока я не исчерпал, поэтому в дальнейшем, в будущем выстроив свой бизнес, свой сеть магазинов, своей семьей будем заниматься сельским хозяйством. Я думаю, более-менее так на ваши вопросы дал исчерпывающие ответы. Вот. Пожелал бы своим землякам смело реализовать свои мечты, вот, и участвовать на получении дальневосточного гектара. Не бойтесь, вот, реализовывайте свои мечты. Пользуясь федеральным законом о дальневосточном гектаре, вы можете, все граждане Республики Саха-Якутия, все граждане Российской Федерации, можете получать в центре населенного пункта по данному закону свой участок земли, не участвуя ни в каких аукционах, никаких конкурсах, никаких договорных отношениях. Вы можете смело получать свои дальневосточные гектары. Поэтому смело участвуйте. Вот, и пожелаю всем своим землякам здоровья, счастья, не болейте. Спасибо и удачи в реализации ваших проектов. Опыт зарубежных стран может пригодиться и в России. А пусть российские и американские подходы по освоению удаленных территорий отличаются, но общим элементом остаются энтузиасты, рвение и энергия которых помогает достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Программа «Дальневосточный гектар» – это отличная возможность воплотить в жизнь самые дерзновенные идеи и задумки. Фермерство, эко-отели, тематические зоны отдыха, лыжные трассы, разведение оленей, пчел, выращивание грибов, ягод, многое другое. При этом развитие бизнеса на гектаре не отменяет обустройство личного жилища неподалеку и наоборот. Многие гектарщики решают жить рядом с собственной фермой, отелем или пасекой. Всего за несколько лет существования программы «Дальневосточный гектар» тысячи россиян убедились, что на бескрайних просторах Дальнего Востока невозможное становится возможным. Несмотря на все сложности, главное, что энтузиазм и решительность приносят свои плоды. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова.